Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Мы продолжаем по воле Аллаха делиться с вами чудесами Аллаха, которые окружают нас. Но перед этим хочу еще раз напомнить, что данный канал был открыт для одного брата-инвалида совместно с каналом «Единая община», чтобы обеспечить этому брату-инвалиду постоянный заработок на ютубе. Поэтому просьба поддержать канал нашего брата подпиской, лайками, репостом и, конечно же, просмотром этого видео до конца. Подробную историю этого брата вы сможете узнать на канале «Единая община». أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر مشارعك والأبتر. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в одном из своих хадисов сказал: «Вся земля была сделана для меня местом молитвы и средством очищения, и любой человек из моей общины может молиться там, где его застанет молитва». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. В недавнем исследовании ученые обнаружили, что в почве существуют антибиотики, которые способны очистить и уничтожить самые трудноизлечимые виды бактерий, что в свою очередь доказывает, что земля является дезинфицирующим средством. В рамках данного исследования ученые, используя землю, попытались создать средство, способное уничтожить трудноизлечимые виды бактерий. После долгих испытаний в лабораторных условиях они обнаружили, что земля способна уничтожить целую семью бактерий в течение 24 часов, а также, что данная семья бактерий увеличилась в 45 раз в тех испытаниях, в которых не использовалась земля. В итоге ученые обнаружили, что земля содержит антибиотики, без которых жизни на нашей планете просто не было бы по причине вирусов и бактерий, способных проникнуть в организм человека и вызвать смерть. Однако Аллах по своей милости установил в природе свойства очищения, дабы обеспечить продолжение нашей жизни. Нам остается только благодарить Всевышнего за данное благо. Но имейте в виду, что речь идет о чистой земле. К сожалению, постоянные выбросы мусора и закапывание мусора на земле в некоторых местах сделали землю, наоборот, опасной. Есть ли какая-либо связь между дождем и человеческим страхом? Каким образом дождь успокаивает человеческие сердца? Каким образом дождь укрепляет человека? В Коране Аллах Всевышний по этому поводу сказал: «Вспомните, как Аллах одарил вас чувством внутренней уверенности и дождем с неба, чтобы очистить вас дождевой водой, удалить от вас скверну шайтана, вселить в ваши сердца мужество и укрепить этим ваши стопы». Сура 8, аят 11. В тени Тавсира Ибн Касир, толкуя данный аят, сказал: Аль-Ауфи, ссылаясь на Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, сказал: «Воистину язычники, решив оказать помощь своему каравану и защитить его, выступили в сторону Бадра, захватили водоем и опередили верующих. Верующих мучила жажда, и они были вынуждены совершать молитву без ритуального очищения, что их очень раздосадовало. Тогда Аллах Всевышний ниспослал дождь, который реками тек по долине. Благодаря этому верующие напились воды, наполнили водой все сосуды, напоили животных и совершили большое омовение. Таким образом, Аллах их очистил и укрепил их стопы. Причина этого состояла в том, что между ними и язычниками были пески, а Аллах, ниспослав дождь, уплотнил это место, чтобы они могли идти твердой поступью. А что касается с точки зрения медицины, то врачи говорят, во время страха в организме человека выделяются особые вещества, которые заставляют его органы содрогаться. Чтобы облегчить состояние человека и уменьшить содрогание органов, следует опрыскать человека водой. Точно так же дождь, дарованный Аллахом, стал причиной укрепления стоп сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это было связано с тем, что когда песок намокает, то его частицы связываются друг с другом, и он становится плотнее, и на нем можно уверенно стоять. Акцент, сделанный на кончике пальцев, представляется в высшей степени важным. В Коране обращается внимание на следы от пальцев, в то время как этот момент никого не интересовал в 7 столетии. Важность рассмотренного явления была установлена лишь в 19 веке. Аллах говорит нам в священном Коране, что воскресить человека после его смерти не составит для него никакого труда. В то же время, в приводимом ниже аяте, он обращает наше особое внимание на такую, казалось бы, незначительную деталь, как кончики пальцев человека. Неужели человек, после того, как мы сотворили его из небытия, думает, что мы не соберем его разбросанные и слевшие кости? Да, у нас хватит силы, чтобы собрать заново воедино даже кончики его пальцев. Сура 75, 3 и 4 аяты. Акцент, сделанный в Коране на кончике пальцев, представляется в высшей степени важным. Дело в том, что отпечатки пальцев у всех людей разные, то есть отпечаток пальцев одного человека совершенно отличается от отпечатков пальцев другого. Все люди, населяющие в наше время Землю, имеют присущие только им определенные отпечатки пальцев. И далее отпечатки пальцев всех предыдущих поколений людей
также отличны от всех последующих. В силу этого, именно отпечатки пальцев руки одного человека считаются специфической, присущей только этому человеку личной карточкой, и именно в таком качестве это свойство применяется во всем мире. Но такая особенность отпечатков пальцев руки человека была обнаружена лишь к концу 19 столетия. До того времени они представлялись людям просто набором линий, ничего не обозначавшим и не обладавшими какими-либо значительными особенностями. Однако в Коране обращается внимание на следы от пальцев, в то время как этот момент никого не интересовал в 7 столетии. Важность рассмотренного явления была установлена лишь в наше время. أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر شانئك والأبتر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله الصلاة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بابا بابي